Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. Биноевская весна 2025. Остаются считанные дни до Биноевской весны, фестиваля народного творчества, который собирает гостей со всей республики и не только. Готовимся к празднику традиций. Голубое топливо в каждый дом. Здесь построено в районе 80 частных домов, из них 60 домовладений подключено к газу. Как проходит дегазификация домовладений, покажем в нашем выпуске. Творческая экспедиция. Здесь на самом деле есть куда что посмотреть, потому что эти горы потрясающие. Пленэр студентов-художников в историческом селе Хой. Бойцы группы «Бати» спецназа «Ахмат» Минобороны провели очередную операцию на Харьковском направлении. В ходе нее были успешно уничтожены наблюдательный пункт и пулеметная точка неонацистов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Отмечается, что ключевая роль в операции сыграла слаженная и эффективная работа операторов дронов. В результате высокоточных ударов все выявленные объекты были оперативно выведены из строя. Наблюдательный пункт неонацистов больше не выполняет своих прямых обязанностей, а пулеметная точка тем более. Образование является важной составляющей жизненного пути, а религиозное образование – обязанность каждого мусульманина. В медресе Даруль-Хадис созданы все условия для изучения основ религии, Корана, арабского языка и исламского права. Основная цель обучения – дать ученикам глубокие знания об исламе, воспитать их в духе исламских ценностей, а также подготовить специалистов, которые в последующем смогут также передавать их. Подробнее о работе медресе расскажет Медина Мударова. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Коран – священная для всех мусульман книга. Само слово происходит от арабского чтения вслух. В медресе Даруль-Хадис имени Абдулхамида Шахидовича желающие могут обучиться чтению Корана. Священное писание Магомед Мазаев начал изучать год назад, и уже есть значительные успехи. В программе обучения основное внимание уделяется изучению Корана, арабского языка, основ исламского права, фикха, истории ислама и нравственного воспитания. Кроме того, верующие учатся правильно читать и понимать текст, овладевают правилами таджвида, чтения Корана с соблюдением всех фонетических норм. Каждый из них ежедневно старается достичь правильного произношения и красивой мелодичности при чтении священного писания. Ну а в учреждении созданы все необходимые условия для комфортного обучения. В медресе Даруль-Хадис имени Абдулхакима Шахидовича 3 этажа, отдельно для мальчиков и девочек. Всего 8 классов на 200 мест. Внутри все оборудовано должным образом. Столы, стулья, доски и учебный материал. В обучении девушек есть много тонкостей. Мусульманка должна знать и соблюдать все законы шариата в своем поведении, следить за своей внешностью и стилем общения с окружающими. Всему этому здесь обучают. Занятия проходят в несколько смен, с утра и до вечера. Сюда могут ходить ученики самых разных возрастов с 9 лет. Ведь обучаться чтению священного писания никогда не поздно. Всего в медресе 5 преподавателей, 2 женщины и 3 мужчин. Они не только обучают чтению Корана, но и помогают глубже понять его смысл. قرآن نظام ثاني قرآن تبول شيء درج ثاني تعبيق أخ تا قرآن تولى شين شرع قرآن تولى قرآن تعويد أجم غيل تعويس نجا مدرسة أورش يقوى جين إذا عام دويتي إذا عام دويتي تاق يق قرآن تولى تعبيق أخ دحر بيش حدا عشان أخذها إلبش عام دو تا قرآن ده تعبيق
Само медресе было открыто 2 года назад. За все время работы выпустилось уже 1113 учеников. قبوت مسز بولا كل نبور خلوشو تروح ماشنا كل شو تسيرخ قبوت نعبال شو تحا شيندي شلو شو نادل شتعدوش قران تحا قيقا حيوكش تاق يقران عامين شو تاق احياك شو تحا شلع كاك ستودنت قزعديش دوشا تسوشي ابو تشيني درش بدوش تو دلها أسقط تحا ديش أديش شقول شجع سو خزنية خزن بقية تمحيوس خزح هون ديش قران عامينات عشان نيس خلو العقيدة تأسقط شعام وشو لا مزنيس يتر لا مزنيس در إذا عامشتو ويا هور دينا حاديش توضعنش هور دينا يوشل عيران سيران يوشل أسكارشة يأسكارشة وقبل شعر عامش كنس أوغستح ديش بيرشو تحا شي برنامج زي شقيل شو تحا سانيوق كونكورسين تا اوغرا خز تولغ حلغر شولق اولمت يقين شانا سووتش ديش грамаш студенты слушающие. Набор в группы прошел совсем недавно, пока ребята только начинают изучать основы ислама. В августе состоится выпуск, а уже в сентябре начнется новый набор. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, продолжая миссию своего отца, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, прилагает все усилия для того, чтобы верующие могли в полной мере изучить основы ислама. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Бедноевская весна – это не просто праздник, а символ единства, свободы, многовековой культуры чеченского народа. В преддверии этого значимого события в горных селениях кипит работа. Полным ходом идет подготовка к фестивалю. Лимда Джамалдинова продолжит. Остаются считанные дни до Бедноевской весны, фестиваля народного творчества, который собирает гостей со всей республики и не только. В Ножоюртовском районе сейчас идут последние приготовления. В Шавхал, Берды и Биное, несмотря на сильную жару, работают всем селом. Местные жители с самого утра облагораживают свои территории. Белят деревья, красят трубы и косят траву. Подготовка к этому важному событию здесь началась задолго. Все, чтобы встретить праздник чисто и красиво. Фестиваль охватит сразу несколько сел района. Аналогичные субботники проводятся и в Ширабино. Работники муниципальных организаций трудятся без перерыва. Очищают местность, одним словом, наводят порядок в близлежащей территории, где будет проходить выставка народных ремесел и творческие конкурсы. Хоккаха ширбена хриош мероприятию, хоккаха сельскохозяйственной продукции выставка хрию, так хлхри қисм хирбу финальный қисм хоккачак бакр бошбу, так акит эйчукачелц ишт мосометя тадабош болбелаше, ар ниқистош так дошцанер кел меткш дайеллер ишти болбу табышберг. Культур бел эрдердем. Акирисо аню саберш дания бел виш дания белш участок шиая хазбол бешенах бу нерез хизмасерне. Чистые улицы, расчистка придорожной территории тоже не обошло стороной села Эхкитай. По количеству труда, который здесь вкладывают, видно, что 11-я Бедноевская весна запомнится надолго. Прошлые фестивали собрали десятки коллективов, ремесленников и зрителей. Были народные игры и выступления. В этом году, обещают, будет намного лучше и масштабнее. Бедноевская весна не только укрепляет культурные связи внутри республики, но и показывает, как забота о земле и традициях может объединить целый район. А самоотверженность и единство, с которыми сегодня идет подготовка, лучшее тому подтверждение. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Ахмед Хазриев, Вести, Чеченская Республика. Чистота города – это дело каждого из нас. Когда люди выходят на субботники, это не только уборка, но и воспитание ответственностью молодого поколения. В Аргуне проходят субботники с участием сотрудников ведомств. Город преображается, убраны тонны мусора, приведены в порядок парки и общественные пространства. Слово Магомеду Азиеву.
Специалисты с разных организаций собрались вместе с местными жителями, чтобы привести в порядок парки, улицы и дворы. Как и во всех городах Чеченской Республики, по инициативе главы региона в Аргуне проводятся масштабные субботники, направленные на облагораживание города. Город Аргун на сегодняшний день разбит на 10 секторов, распределен между предприятиями, организациями, учреждениями. Также активно участие принимает население, хорошо подключилось на субботники. Ждал мулаш, белош бяшу, да более набу, хазук бяш буша, так там в течение текущего месяца хаз виделш, цена юлш, доход тарюк аргунда. Несмотря на зной, все трудятся на субботниках с энтузиазмом. Убирают мусор, красят бордюры, реконструируют детские площадки и благоустраивают территории. Приняли участок ценьяш, бордюр, что Аргуне бахвашна хазхерду сарашайн адош метке вахахошайн самуадош и бухош цен метек хазмаемер худичи цану хазаю. Жители безмерно благодарны и рады за внимание со стороны руководства и, конечно, за работу трудяг, которые стараются ради лучшего результата. И Аллах дел резг лишун алушусу угур халх вайпачан Рамзан алласон хох республика. Мастучман балкоч гертяхвай очищу штахветтен волч. Мастучман тя масту территории масту меттик цаньеш деньеш дирдиешче сюнтердуш хак диешче басар хакш иш шейхик дагерч бахш бук. Несмотря на то, что начались работы не так давно, результат уже виден невооруженным глазом. Помимо очевидной пользы для экологии и благоустройства, такие меры имеют и важное социальное значение. Они воспитывают бережное отношение к окружающей среде, а также укрепляют чувство коллективизма. Работы по республике проводятся регулярно и эффективно. Каждый новый субботник – это шаг к обеспечению региона чистотой, красотой и уютом, что так необходимо в нашем цивилизованном обществе. Магомед Азиев, Магомед Басаев. Вести, Чеченская Республика. Работа в режиме аномальной жары. Сотрудники «Газпрома» не сбавляют темпов, подключая дома к газоснабжению. В условиях повышенных температур специалисты соблюдают все меры безопасности, чтобы обеспечить жителей голубым топливом в запланированные сроки. Репортаж Турпалали Тайсумова. Лето – это жаркая пора, но несмотря на сильный зной, специалисты «Газпром» газораспределения Грозный продолжают работу по дегазификации домовладений. Для столицы субъекта разработана дорожная карта, в рамках которой местные жители, подавшие заявки, получат доступ к природному газу. Здесь построено в районе 80 частных домов, из них 60 домовладений подключено к газу. На данный момент проводятся работы по газификации вновь построенных 20 домовладений. Проводится монтаж подземного газопровода диаметром 125 мм. И в дальнейшем будет подключаться каждое домовладение индивидуально. Хусейн Газимагомаев недавно подал заявку на бесплатное подключение к газу. И сейчас мастера уже делают соответствующую работу. Домовладелец был приятно удивлен оперативностью решения его обращения. Это вообще очень хорошо, что это так все происходит. Хотя нас известили об этом, что это будет так. Вообще мы рады тому, что произошло сегодня. Без проблем они быстро занялись этими делами и начали строить. Как бы все у нас хорошо здесь, в данный момент. Дома строятся нормально, люди нормально, которые нас понимают, и мы их понимаем. Никаких осложнений у нас никаких здесь не было. Специалисты делают все необходимое, и уют для потребителей не заставит себя долго ждать. Рабочие приступили к пайке труб. На следующем этапе они будут уложены в траншею. Этот процесс охватывает все улицы. Голубое топливо придет в каждый дом. В Чеченской Республике программа дегазификации домовладений ведется строго по плану и даже с перевыполнением, как нам рассказали специалисты в этой области. 2022 года Координационным центром при правительстве Российской Федерации создан межрегиональный рейтинг по выполнению программы дегазификации. Среди регионов России с начала старта программы дегазификации Чеченская Республика занимает лидирующую позицию. По окончанию первого полугодия 2025 года также и «Газпромом», и Координационным центром Чеченская Республика объявлена в топе 3 регионов по всей стране. На текущий год среди регионов с количеством до 20 тысяч домовладений субъект находится на первом месте. Показатель подключений достигнут в 100%. Газ получают жители, в том числе самых отдаленных и высокогорных населенных пунктов.
И это не предел. Дальше больше. Торпа, Лолита Айсумов, Сайтымин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В рамках запланированной программы студенты Академии художеств имени Репина побывали в живописном селении Хой. Вдохновленные горными пейзажами и старинной архитектурой, будущие художники создали десятки этюдов. Как прошла творческая экспедиция, узнаем у Медины Мударовой. Повсюду горы, реки, облака. Что еще нужно художнику для вдохновения? Юлия Харитонова приехала в Чеченскую Республику вместе с группой студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. В первый же день в рамках летней практики ребят привезли в древнее селение Хой. Это место – бесконечный источник фантазии, признается девушка. Мне нравится, допустим, вот именно в Хое это через архитектуру на природу. То есть, допустим, первый план архитектура, и через него как бы вдаль в горы. То есть такая многоплановая композиция. Ну, я тут первый день, пока что мне вот это нравится, потом, может быть, я что-то другое еще сделаю. Древний историко-архитектурный комплекс расположен в Веденском районе в нескольких километрах от озера Кизиной-Ам. Это музей под открытым небом, в котором представлены восстановленные сторожевые башни, жилые дома, мечети и кладбища. Хой – идеальное место для проведения пленэров, художественных выставок и мастер-классов. Он очаровывает своей атмосферой, погружает в историю и дарит бесчисленное множество сюжетов для творчества. Студенты уже расположились с мольбертами и кисточками по различным точкам селения Хой. Семен Шабалин плавными и уверенными движениями наносит штрихи, постепенно добавляя яркие краски. Парень не ограничивается лишь тем, что увидит. Он добавляет в композицию свои ощущения. У студента Питерской академии художеств не возникло никаких проблем с выбором объекта для изображения. Стоило лишь взглянуть на завораживающую архитектуру. В Чеченской Республике я вообще впервые, поэтому впечатления очень яркие. И хочется все запечатлеть. И очень много красивых, и природа красивая. И вот на данный момент мы находимся в древнем городе Хой. Очень много ярких впечатлений. Ребятам дается полная свобода действий, поэтому работы пишутся в самых разных техниках. Руководитель группы, преподаватель Санкт-Петербургской академии художеств Рустам Михиханов не впервые организует поездки в Чеченскую Республику для своих студентов. Его пленэры стали доброй традицией. Двусторонний обмен опытом реализуется вот уже 5 лет. В этом году приехали 14 студентов с факультета графики и 10 живописи. Это самая большая группа за эти 5 лет. Это говорит о том, что Академия художеств проявляет большой интерес к нашему краю и очень хотят, чтобы студенты ездили сюда и развивались, знакомились также с нашей культурой, культурой Кавказа. Вот. И здесь на самом деле есть куда что посмотреть, потому что эти горы потрясающие. В этот раз к санкт-петербургским студентам присоединились воспитанники детской художественной школы номер 1 города Грозного, чтобы перенять опыт профессионалов. Перебравшись к озеру Кизиной-Ам, перед ребятами открылись новые пейзажи. Это намного интереснее, чем изображать что-то по типу натюрмортов, ведь то, что мы видим на пленэрах, мы навряд ли сможем запечатлеть именно таким, каким оно есть на данный момент. Я решила изобразить озеро Кизиной-Ам, потому что я считаю его очень красивым. Также я очень люблю рисовать море там. Традиционно каждую поездку ребята посещают Хой, Шарой, Макажой, Итумкали, Тазбичи. В общем, бывают почти во всех высокогорных районах. Студенты пробудут в Чеченской Республике до 31 июля, а 30-го запланирована выставка, где художники представят проделанную на пленэрах работу. Медина Мударова, Алисхан Хацулов, Магомед Бараханов и Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.